Добрый вечер, уважаемые телезрители. С 1 октября в городе в Грозном, галерее имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, проходит выставка, автор которой является художник, который известен не только в России, но и за рубежом. Его картины находятся в коллекции аж королевы Бельгии Матильды. Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность познакомиться с этой легендарной личностью, узнать о нем и о его творчестве намного больше. Здравствуйте, Султан. Здравствуйте. Султан, расскажите, пожалуйста, это ваша первая выставка в Грозном или уже до этого вы выставлялись? Да, как персональная выставка, это моя первая выставка в Грозном. Я горжусь этой выставкой, что мне удалось все-таки открыть эту выставку. Пусть она будет ретроспективная, то есть она как бы охватывает весь период моего творчества, так как цельная большая моя коллекция работ, они исчезли во время боевых действий в Грозном. И поэтому мы видим работы, как написанные, скажем, в 1973 году, это когда мне было 13 лет, и более поздние работы. А так, конечно, в прошлые годы я выставлялся на разных выставках республиканских и на всероссийских, а как персональная, да, первая. Султан, я знаю, что вы родились в селе Хасавюрте, как я поняла. Расскажите, пожалуйста, ваше все детство прошло там, и как начинался вообще ваш творческий путь? Хасавюрт, это, конечно, не селение, но город, скажем, ну такой интересный, своеобразный город, древнечеченский город. Рисовать я начал, в принципе, как все дети рисуют с любовью, наверное, с самого раннего возраста, с детства. То есть я рисую, сколько я себя помню, скажем, с годика, с 2 лет, с 3 лет. Даже сохранился рисунок, который я сделал, когда мне был год. Наверное, на следующей выставке я ее покажу зрителям, будет интересно. Так же, как когда открыли в городе Хасавюрт первую детскую художественную школу, я был одним из первых учеников этой школы. Позже я поступил в Дагестанское художественное училище, не завершил учебу, поехал в город Ленинград. На тот период этот город так и назывался. Вот, и закончил институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, Академия художеств СССР. И с тех пор постоянно как бы работаю. Это одна из моих ранних работ, о которой я говорил, это вот старая мечеть или опустевший аул. Мы видим совершенно безлюдный аул с открытыми дверями. То есть это та жестокая пустота, которая, возможно, была весной 1944 года, когда наши аулы примерно так выглядели. Это, в частности, конкретно аул, откуда были высланы мои родные. 3 километра от Хасавюрта в горы, он находится, Алтыбезерт называется. То есть я туда ездил, специально изучал эту архитектуру старой мечети, а позже уже в мастерской написал эту композицию. Пробовал я ее выставить в 1981 году в Грозном на одной из выставок. Она не прошла, потому что на тот период всегда была жесткая цензура. И меня, наоборот, поругали, что на что вы намекаете, что вы пишете, как это так можно. То есть на тот период я был совсем молодым художником. Ваша учеба в институте в Ленинграде, что меня удивило, это ваша дипломная работа. Тема «С родной земли». Это запрещенная в советское время тема депортации войнахов. Если меня спросить, это было смело. Вы сами пришли к выбору такой темы, или же это было с кем-то согласовано? Нет, к этой теме я пришел довольно-таки давно. Скажем, моя первая работа на эту тему была написана в 1981 году. Она как раз здесь выставлена, и называется она «Старая мечеть» или «Опустевший аул». Она там как раз при входе. И в то время как бы эзоповым языком, в изобразительном искусстве впервые я попробовал как бы затронуть эту тему, действительно запрещенную. А позже, уже будучи студентом Академии художеств, я написал ту работу, которую многие знают, видели. А пришел я к этой теме, скажем, впервые я увидел наброски моего отца, когда я был совсем маленьким.
Они не были завершенными, но была композиция, скажем, карандашная композиция на эту тему. Отец рано ушел, и я решил как бы продолжить его как бы мечту или начало его идеи. Вот так я пришел к этой теме. Скажем, та сама завершенная работа, она находится в научно-исследовательском музее Академии художеств в Ленинграде. Мы видим фотографию рядом маленькую. А этот один из эскизов, который сохранился, таких эскизов у меня было несколько. Одна из работ находилась в Музее изобразительного искусства Петра Захарова, она тоже утеряна. Скажем, работая над этим эскизом, я специально посещал музей железнодорожных войск, изучая именно вот эти вагоны. Они сильно отличаются от тех вагонов, которые сегодня мы видим на вокзалах. Изучая вот именно вот, как проходят доски, ритм этих досок. Я специально сделал маленький макет именно этого вагона с задвижными дверьми, с замком. И как бы вот сажал туда специальные маленькие фигурки скульптурные, освещал их, чтобы это был метод старых мастеров позднего Ренессанса, чтобы убедительно показать именно трагизм именно вот этого сюжета, чтобы как бы зритель ощутил себя в вагоне. Вот если мы смотрим горизонт, то там именно взять такой горизонт, что зритель как бы сидит в вагоне и смотрит в пространство, в эту пустоту. Особенно в той завершенной работе, которая в Ленинграде, там она у меня уже без солдат. И там она, в этом еще больше трагизма, потому что там просто пустота. Пустота, и вот то, что мы видим, вот небо, такое свинцово-тяжелое, оно тоже как бы ассоциируется, на мой взгляд, вот с гильотиной, которая спускается на этот белый свет. И вот эти все символы, которые мы наблюдаем, это вот пустая люлька, опустевший сосуд. Вот в той композиции, которая в Ленинграде, там как раз сидит старец. Он как бы, вот, мы видим у него ножны, но они без кинжала. Это уже трагизм. То есть так я работал над этой композицией. Делал очень много натурных рисунков со старых людей, которые пережили. Все это пока они рассказывали. Скажем, на тот период в интернете не было в открытом доступе столько информации, как сегодня. Да, вообще интернета не было. И все это было как бы закрыто в архивах. И все это приходилось как бы по рассказам воссоздавать. Я знаю, ваш отец Тагир тоже был художником, самоучкой. Вы можете сказать, что это он положил начало вашего творческого пути как художника? Да, и как художника в том числе. Я именно благодаря своему отцу, я всегда говорю, это отец мой был моим первым учителем, который действительно поддержал меня и как бы вдохновлял своими рисунками и своими подсказками. Скажем, когда я писал, он мог подойти, там где-то показать какой-то элемент, там, взять кисть. И это все как бы меня вдохновляло, и я получил поддержку, скажем. Это очень удивительно, потому что то время, это было сложное время. И художник как профессия чеченцами, могу сказать, не воспринималась как профессия, от которой можно получить какой-то доход. И что вас поддержали, тем более отец, это достойно похвалы, если меня спросить. Спасибо, да, действительно. Да, к сожалению, да и сегодня не все относятся серьезно к изобразительному искусству. Но что я наблюдаю и что меня радует, это то, что в последнее время в республике, благодаря мудрой политике, скажем, руководства республики, достаточно много внимания уделяется именно изобразительному искусству и вообще в целом развитию культуры. И это меня радует. И действительно мы наблюдаем достаточно высокий статус культуры, искусства в республике. А высокий статус культуры говорит о самодостаточности этноса, о самодостаточности государства, республики. Культура не только, говоря о культуре, я имею в виду не только изобразительное искусство. Скажем, мы на днях праздновали и чествовали нашего абсолютного чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева, в том числе и культуру спорта, культуру развития воинского духа.
Ведь не на ровном месте появился такой боксер, скажем, у нас не было в прошлые годы такой сильной спортивной школы по боксу. Однако появился такой боксер легендарный, абсолютный чемпион мира по боксу. Вот, возвращаясь к изобразительному искусству, да, действительно нужно развивать изобразительное искусство, потому что через именно эстетическое воспитание формируется этнос, культура национальная. Она в дальнейшем скажется в многих отраслях, в том числе и в науке. Значит, это вот как бы опять-таки, казалось бы, праздник, танец, весна, возрождение, но это связано опять с депортацией. Именно я представил вот конец 50-х, начало 60-х годов, когда наши вернулись в родные края, и вот мы видим предгорные домики. Сейчас их мало осталось, но любой, кто занимается архитектурой, знает, что именно вот так выглядели наши домики. Аккуратно побеленные, значит, деревья. И этот как бы танец на родной земле, я ее назвал. То есть первый танец, как бы вернулись с духом, сохранили традиции. Да? Мы видим мало мужчин, может быть, потому что очень многие там в тот период сидели в тюрьмах, некоторые без вести пропали, некоторые... Ну, мы знаем всю эту историю, не буду рассказывать. Но именно вот это танец возрождения, танец на родной земле. Султан, я знаю, что вы член Союза художников СССР, член Общества профессиональных бельгийских художников, член Королевского общества портрета и живописи и член Международной ассоциации искусств ЮНЕСКО. Для чеченца, для выходца из небольшой нации это огромные достижения, на мой взгляд. Расскажите, как вы к этому пришли? Я знаю, что вас уже, когда вы учились в Ленинграде, пригласили в Великобританию, если не ошибаюсь. Да, действительно, скажем, с 1985 года началась так называемая перестройка. Старшее поколение помнит этот период. Это как бы открылись двери в новый мир, мир Европы. Ну, как бы второе окно в Европу, можем сказать. Вот. И в те столичные города, в частности Ленинград и Москву, приезжали очень много, скажем, людей искусства, в том числе и галереи. И вот моими работами заинтересовалась английская, одна из галерей, это Кильский университет, университетская галерея, и они меня пригласили. Это был впервые я получил приглашение в 1988 году, но поехал я в Великобританию только в 90-м году смог поехать. Это в то время было очень сложно. Это нужно было не просто получить загранпаспорт и визу, но и нужна была выездная виза. Была специальная такая организация АВИР. Вот. И там я проработал, и позже я провел несколько выставок в Лондоне, это галерея Альберти на Бонд-стрит. Также я был приглашен в Эксетерский университет для написания портрета президента этого университета. В Англии все эти университеты, они очень старые, как Оксфордский, Кембриджский, также Эксетерский. Они насчитывают несколько сот лет, некоторые до 500-600 лет. И там традиции, каждый уходящий президент оставляет в галерее университета свой портрет. И вот для написания этого портрета был выбран я, как художник. И этот портрет по сей день находится в галерее Эксетерского университета. Такой вопрос. Думаю, всех это интересует. Мы знаем, я вначале сказала, что ваши картины находятся в коллекции королевы Матильды, королевы Бельгии Матильды. У вас была с ней личная встреча? Да, мы виделись с ней, она приезжала специально на мою выставку. Портрет написан мною, именно портрет Матильды, королевы Бельгии, был преподнесен мэром одного из городов провинции Антверпен, это Марсель Хендрикс. И позже также на заказы мной была написана вторая работа, это фламандский пейзаж. Вот эти две работы находятся у королевы Бельгии Матильды. Султан, я знаю, что ваши дети, дочка и сын, тоже пошли по вашему пути, они рисуют. Еще я читала, что у вас была общая совместная выставка в одном из городов во Франции, если не ошибаюсь. Расскажите,
как они пришли к этому? Все же от вас талант передался или у вас это какой-то семейный талант? Откуда у них появилась эта любовь к искусству, я не знаю. Может быть, потому что именно в доме, там, где я жил, всегда была атмосфера творчества, атмосфера именно изобразительного искусства и куча материалов всевозможных, мольберты, холсты, краски. Возможно, из-за этого, может быть, они полюбили. Может, это что-то наследственное. Да, действительно, старшая моя дочь Мадина, она закончила Антверпенский университет, тоже один из известных университетов Европы. Факультет, это дизайнер интерьеров. Сейчас она работает в одной из известной бельгийской компании, главным дизайнером. Сын также закончил этот же университет, факультет архитектуры, тоже опять связан с изобразительным искусством. Потому что хороший рисунок – это основа всех видов изобразительного искусства, включая и архитектуру, и скульптуру, и дизайнерскую работу. И третья дочь закончила также этот университет, факультет реставрации живописи. Сейчас она работает в одном из королевских музеев Бельгии реставратором. Также она пишет и портреты, и композиции. То есть занимается параллельно изобразительным искусством. Также Милана, четвертая дочь, она также учится в Антверпенском университете, на этом же факультете интерьера дизайнера. И, скажем, Дени, пятый, он также интересуется изобразительным искусством, но он еще школьник. Честно, я читала только про двоих детей. Оказывается, у вас целая семья такая творческая. Это очень радует. Султан, я сегодня смотрела ваши картины, и в каждой вашей картине чувствуются традиции, культура чеченского народа. Вы стараетесь вложить в свое родное дом, скажем, все ваши картины, или у вас есть и другие картины, которые нарисованы не по этому направлению? Скажем, находясь в Европе, конечно, я получаю некоторые заказы, это написание портретов, в частности. Они, конечно, другого характера. Вообще, само по себе, тот вид искусства, которым я занимаюсь, изобразительный, это европейский вид искусства, который получил свое развитие в ранний Ренессанс, эпоху раннего Ренессанса, позже эпоху Возрождения. А вот что касается тех работ, которые мы видим здесь, и то, что я пишу в свободное время для души, конечно, они связаны только с национальной культурой. Скажем, художник, он не может быть интернациональным по-настоящему, если он не пишет национальную тематику. То есть через национальное можно прийти вот именно к интернациональному. В хорошем смысле слова, даже можно сказать, это националистическое искусство, в хорошем смысле. Вот. Поэтому все мои работы, они связаны именно с нашими сюжетами, с нашими элементами, как этнографическими, так и образами портретными. Да, примерно вот так бы. Название «Апокалипсис», решил я эту тему раскрыть в трех, скажем, форматах. Это как бы триптих, когда называется вот эта форма живописи, триптих, когда три работы раскрывают одну тему. Бывает диптих, когда два холста раскрывают одну тему. В данном моменте это как бы триптих. То есть это самоуничтожение как бы человечества, но это фантазия, скажем, художника всего лишь, не более. Ну, когда-нибудь все закончится. Когда смотришь на ваши картины, чувствуется, как будто они разговаривают с тобой. Когда писатель, например, есть такие строки на чеченском, они звучат «Дүния толуш гейн махка чархлята изахули синкача, даймуах кабудек дүния агваш, баквалуах суньяхвага». Вы, как человек, который уже долгое время не живет на родине, и ваши картины, которые разговаривают с тобой, скажем так, на родном языке, это многого стоит. Это разрушенный город Грозный. Нарисовала я ее углем, тоже символично, именно уголь, это продукт сгорания, это чистый уголь, именно углем. С фотографией, которую сделал какой корреспондент, сейчас не назову корреспондента. Вот так примерно выглядел город Грозный в 1995 году.
с января, и пока ее не восстановили. Я помню такой город. Султан, я знаю, что вы также преподаете в некоторых зарубежных вузах, и вы прям очень популярны за рубежом. Как на вас сказывается популярность за границей, и чувствуете вы ли его? Да, действительно, я преподаю, и у меня не только вот в Бельгии, в Голландии, но также я иногда выезжаю с мастер-классами в Португалию, в Испанию, в Англию, и там также у меня есть ученики. Ну, то, что любят мою живопись, скорее всего, я думаю, это связано с тем, что, скажем, в 60-е годы, послевоенные годы в Европе начался такой бум абстракционизма. И, можно сказать, Европа утратила хорошие, великие традиции изобразительного искусства. А в Советском Союзе, может быть, из-за железного занавеса, из-за строгой идеологии, сохранилась вот эта сильная школа изобразительного искусства. То, что пришло в Россию с Европы, скажем, с Италии, в частности. И, может быть, именно вот это возрождение своего рода, как бы, в любом случае, искусство, как говорится, оно вечно, особенно классическое искусство, оно не стареет, как классическая музыка, как театр классический. И поэтому, видимо, из-за вот этих корней того искусства, которым я занимаюсь, может быть, из-за этого и любят. И странно, конечно, многие даже сами удивляются, что человек с далекого Кавказа, с Чеченской республики, этнический чеченец, учит европейцев в европейской школе, европейским знаниям, скажем, секретами европейских мастеров, старых мастеров. Чувствуете вы на себе ответственность, так как вы представитель кавказского народа и преподаете за рубежом, даете мастер-классы, ведь вы лицо, скажем так, нашего народа? Естественно, находясь за рубежом, находясь как бы в чужих странах, других странах, конечно, они не чужие, они просто другие, я чувствую ответственность и как бы знаю, что должны как бы держать свой имидж, который с трудом заработали на весь мир, с тяжелым трудом, можно сказать, трагическим трудом. И поэтому этот имидж мы должны сохранить. Мы часто слышим такие громкие заголовки, как «рисовать может научиться каждый». Как вы думаете, это все-таки дано свыше или такому мастерству можно научиться в наше время? Да, действительно, скажем, именно рисунку технически можно научить, ну, не каждого, но многих, скажем. А вот художник, быть свободным художником, это, конечно, дано не всем. Это исключительно, может быть, единицей. Скажем, в детстве, ведь все дети рисуют и на стенах, и на полу, и на бумаге, с фломастерами, карандашами, мелками, где угодно. Одинаково рисуют. Мы смотрим детские рисунки, они, в принципе, выглядят одинаково. То есть все люди талантливые, все люди художники изначально. Только единицы сохраняют вот эту детскую наивную любовь к изобразительному искусству, и ее несут всю жизнь как профессию. Этим занимаются, конечно, единицы. Это реальный сюжет, когда чеченский воин или близкий друг Льва Толстого подарил шашку своему другу. Все это происходило ближе к Тереку, поэтому мы видим на втором плане Терский хребет. Вот. И изучая старые вот костюмы Льва Толстого, примерно как он мог бы надеть, я пользовался услугами Государственного музея имени Льва Толстого. Также, изображая шашку, я получил фотографии из оружейного музея города Москвы, где хранится по сей день эта шашка. И вот на втором плане мы видим татарник, который описывал Лев Толстой в своем Хаджи Мурате. Знаете, это как бы вот его метафора, вот, аллегория. Как вы видите будущее чеченского искусства? Что вы могли бы пожелать начинающим художникам? Опять-таки вернемся к истории. Ведь мы имеем огромное эстетическое наследие в наших горах. Это в этих руинах, в этой особо уникальной архитектуре. Скажем, утраченных коврах, как варсовых, так и истанги традиционные. Это оружейное искусство. Ведь у нас любовь к красоте, к гармонии, она формировалась веками.
И вот к той гармонии мы пришли не просто в одночасье, подражая, скажем, европейцам или японцам. Нет, это формировалось веками в наших горах, в закрытом обществе чеченского этноса. Но в 1944 году, да, эта трагедия страшная, она действительно отняла у чеченцев вот именно вот народный промысел. Поэтому сейчас редко кто делает ковры, практически, может, никто. Редко кто занимается, скажем, оружейным искусством, изучая глубоко архитектуру. То есть мы все это как гончарным искусством. То есть много можно перечислить. И мебель, и одежду, и все это мы утратили. Скажем, в некоторых соседних республиках это сохранилось только благодаря тому, что они не были высланы. А мы вот то, что веками формировалось, в одночасье мы просто утратили вот эту связь, вот эту цепочку. И теперь то, что опять я возвращаюсь, благодаря действительно мудрой политике и пониманию руководства республики, насколько важно искусство, развитие культуры, я думаю, что будущее большое у нас. Кстати, о коврах. Я знаю, что ваш творческий путь начался именно с дизайна ковров. Это когда было? Еще до того момента, когда ваши картины стали известны? Да, действительно, в 1981 году в Союзе художников Чечено-Ингушской АСР на тот момент готовились на всемирную ярмарку в Лейпциге. В Лейпциге проходила в то время всемирно известная ярмарка. На тот период Лейпциг находился как бы в блоке Варшавского договора и был советским, скажем, городом, советским городом. Вот. И в том числе я принял участие, я выполнил эскизы 2 ковров варсовых, не истинги, а именно варсовые ковры. Значит, специально поехал в Дербент, там, мы знаем, на Юждаге по сей день занимается ковроткачеством. Купил там специально техническую бумагу, она так и называется. Она специально сделана для эскизов, там каждый уголок и каждый узелок отмечен, нужно отпечатать на бумаге. По сей день у меня сохранились эти эскизы. И в Чеченской республике мастерицы по этим моим эскизам выткали 2 ковра. Один был в таких теплых тонах, другой более холодных тонах. Но орнаменты были абсолютно мои, то есть я, опираясь на свои знания, как бы придумал такую свою архаику, скажем, ковровую. И единственное, вот у меня сохранился ковер дома, который ткала моя бабушка в 1926 году. Я опирался в том числе на некоторые элементы этого ковра. И эти ковры получили золотые медали в Лейпцигской ярмарке. Вот такая была история с этими коврами. А где сейчас ковры, я не знаю. Сейчас вы этим не занимаетесь, да? Нет, я занимаюсь. Например, на некоторых моих работах вот можно заметить элементы, да, ковров. Ну, как я их пишу, там это сохранилась моя любовь изучения вот этого орнаментального искусства чеченского народа. Как раз элемент ковра, да, под седлом всадника. Вот. А здесь мы видим также вот элемент истинга, да? Да. Это воссозданное, как бы, мое представление, как выглядели наши руины. Сегодня они руины, но в то время там кипела жизнь, люди жили. Пусть не богато, но в традициях, скажем, отец и сын – это вечная тема и вечные ценности, которые нельзя терять. Султан, какие у вас планы на будущее? Хотите вернуться на родину или еще не планируете? Конечно, я планирую вернуться на родину, и как любой художник получаю, черпаю вдохновение именно здесь. И то, что я здесь пишу, оно отличается кардинально от тех работ, которые я пишу, скажем, в Европе. Поэтому я планирую, может, в дальнейшем свою школу открою здесь, школу изобразительного искусства. Потому что я вижу, как наши молодые художники с любовью пишут, работают и выставляются на всех выставках. И поддержать их своими знаниями, своим опытом – это мой долг, моя обязанность как художника, как человека. И последний вопрос, Султан. Какие у вас мечты? Я мечтаю, чтобы
общество, в котором мы живем, в частности, нашу республику, чеченский этнос, чеченский народ, и в дальнейшем придерживался этого направления, именно направления к образованию. Я наблюдаю, как молодежь стремится получить хорошее образование, как в Москве, так в республике, так и за рубежом. И, естественно, чтобы общество не совершало тех ошибок, которые оно совершало последние несколько сот лет, и чтобы глобалисты не могли манипулировать нашим обществом, нашим маленьким, гордым, самобытным народом, мы должны быть более высокообразованными. Для меня пример – это Япония, которая развивает особую свою эстетику, несмотря что она живет в глобальном мире, развивая новейшие технологии, но она придерживается старых, древних корней японцев. Точно так же мы должны вернуться к тем истокам чеченской эстетики и развивать именно это направление. Также я желаю всем нашим телезрителям, всем, кто смотрит эту передачу, только мира, мира и еще раз мира и добра. На этом наша программа подходит к концу. Надеюсь, телезрителям тоже было интересно наблюдать за такой личностью, как Султан Юшаев, чей вклад в культуру и искусство невозможно переоценить. Мы узнали о его взглядах на мир, как он черпает вдохновение из родной земли и как его творчество ценят во всем мире. Спасибо, что были с нами.